Так, ну что, мои дорогие, я вовсю работаю. Не стала снимать, как это, недавно был ролик про люля. Значит, сделала уже 20 штук. 2 килограмма, из 2 килограмм фарша получилось у меня 20 штук, по 130 грамм каждая штучка. Это заказ, как я сказала. Мне надо еще сделать. Так, сколько? 10, 20 еще мясных нужно сделать. И 20 куриных, по-моему, да, надо еще посмотреть список. Ну, среди этих и есть для меня. Мне на первый день, как я сказала, много не надо. Я буду делать там по 5 штук, по 6 штук, чтобы просто накрыть на первое время на стол, а потом уже спокойненько буду делать. Уже лишь бы вот первые гости не пришли на пустой стол, как бы, да. Вот так вот, мои хорошие. Сейчас это поставлю в морозилку и пойду еще дальше делать. Тут у меня нет говяжьего жира. Опять без говяжьего жира. А сейчас мне нужно сделать 10 штук с бараньим жиром, не говяжьим. Тут нет никакого жира. Я, наверное, сейчас путаюсь. Ой, снова немножко подскочило давление, гудит голова. Но ничего, все пройдет. Вот как-то так. Пойдемте дальше. Вот так вот с вами день с вами получится у меня. Так, друзья, ну вот люля. Еще одни люля сделаны. Тут уже добавлен бараний жир. Я не стала показывать, потому что не бараний жир даже, а добавила бараний курдюк. Ну и все по схеме: лук, зелень и приправы разные. Все. Эти 4 тоже идут на заморозку. Тут, значит, 10 идет на продажу, 10 мадини. И получается 18 штук мои свои. Так что, как хорошо, да? Я так довольна. Ибрагим с меня еще смеется. Все, я говорю, 18 штук мне хватит. Больше и не надо будет даже заморачиваться. Потому что разные будут, и они мне хватит. Вот как-то так. Так, девочки, друзья. Уже люля сделала. Значит, 15 штук у меня на заказ. И 9 штук для себя. Для свои я уже ставлю в духовку. И в холодильник. Будет сегодня последний день, это вообще будет хорошо, а нет, так ничего страшного с ними не случится. Ну вот как-то так. Так, ну что, мои дорогие, процесс работы у меня идет понемножечку. Значит, послала Ибрагима в магазин. Купить я виноград не покупала, купили еще виноград. Видите, какой. Так, я немножко поднимаю, когда не сама снимаю. Так, это все идет подготовительный процесс, поэтому беспорядок у меня, конечно. Ну, вот таких вот 2 этих винограда. И мне еще сегодня прислала Танзила пакет тоже. Там виноград, но уже немножко другой черный виноград. Так что виноградом я обеспечена. Так, ну что, вот послала за чесночком. Чесночок купили. Купил он мне пучок зелени. Но Танзила тоже зелень прислала. Может, чуть попозже покажу. Кукурузу купила. Хотя вспомнила, что тот раз Танзила покупала кукурузу уже после того, как Ибрагим мне купил. Красный перец у меня есть. Купила вот такой вот желтый. Ну, вернее, это все мне купил Ибрагим. Нужны пакеты для расфасовки полуфабрикатов. Мант. Вчера я вам говорила, что у меня нету фольги. Правда, той, которую я всегда пользуюсь, ее нету. Ну, а это тонкая, очень неудобная фольга. Все, что еще? Ну, сыр купила. Купил мне. Посмотрим, что за сыр. Я когда-то его ела, но уже не помню, какой он. Может быть, сырную нарезку какую-нибудь будем делать. Так, это забрал Свалберис. Моющие средства для тряпок, я им пользуюсь. Как он назывался? Я не помню уже. Ну, не буду сейчас афишировать, показывать. Сейчас, подождите. Я твое средство чистоты, короче, вспомнила.
Последнее время попадается плохое, поэтому не показываю вам, потому что вдруг вы закажете, скажите, что плохо. Не знаю. Вроде бы заказывала, покупала, были хорошие. А вот последние 2 раза они были не очень-то. Так, перемыла посуду. Сейчас вот так вот за собой все. Это у меня варится свекла и картошка с морковью для салатов на заказ, которые. Это сейчас будет зажарка, у меня будет для рулетов. Короче, заказы я все выполнила. У меня сейчас осталось только сделать для себя 2 рулета мне нужно сделать. Люля почти мои готовы, куриные. Куриный и мясной 2 рулета я хочу сегодня еще сделать. Больше сегодня ничего не буду. Но я их запеку сразу. И рулеты. Люля уже куриные почти на подходе. И говяжий люля я сегодня для себя сделаю. А там уже посмотрим, друзья. И у меня самое сложное погладить рубашки и костюмы 4 моих парней. 3 сыновей и дивера. Но Мадина обещала прийти чуть-чуть попозже. Она будет здесь, по-моему, люля делать хочет здесь. Попрошу ее. В предыдущем ролике мы поставили в духовку, а теперь вынем из духовки наши люля. Вот так вот, куриные. Так. Спешу, конечно, немножечко, но ничего. Потому что надо, видите, не буду открывать, но они сочные. Вот я сверху покажу вам. Вот видите. И, друзья, когда вы выпекаете люля-кебаб, немножко подливайте водичку или сюда, или ставьте в духовку, потому что, чтобы не высушивалось. Это одно. Второе, что я еще хотела сказать? Еще что-то хотела сказать, но забыла. На 180 градусов, где-то на полчаса. И они готовы. Вот так вот, видите? Вот. Все, теперь немножко они остынут. И мы их нанизаем на шпажки. Так, что дальше? У меня уже сварилась морковкой и свеклой, пока свекла еще не сварилась. Сейчас я буду делать рулет из курицы для себя. И мясной рулет тоже для себя мне нужно сделать. Вот, девочки, это не заказ, это для себя. Сейчас я их вот так вот одела шпажки. И пока запакую и поставлю в холодильник. А потом, когда буду накрывать на стол, не нашли у меня мальчики. И Танзила у себя не нашла сиреневого лука. Очень хотела сиреневый лук. И для салата, как его, греческого. Он очень понравился моим заловкам, греческий салат. Когда ко мне приезжали, тоже хотелось на стол сделать. Уже вечереет, и девочки меня уже, если честно, ноги еле-еле держат. А мне еще печеночные тортики печь.